Первое значит всегда впереди. Сегодня первая городская школа, единственная в городе, перешла на обучение в одну смену. В этом режиме она работает более 4 лет. Для этого в учреждении был проведен ремонт и сделана перепланировка. Для начальной школы отведено отдельное крыло. В школе появились новые кабинеты по отдельным направлениям, открыты классы профессиональной подготовки, работают секции и кружки. А теперь обо всем подробнее. Уже 7 лет в Ленске на базе первой городской школы работает Роснефть-класс. Это первая образовательная ступень, действующей в компании «Роснефть» корпоративной системы непрерывное образование школа вуз предприятия. Направлена она на формирование внешнего кадрового резерва, начиная со старших классов общеобразовательных учреждений в регионах присутствия дочерних обществ компании. Евгений Выборов в этом году закончил Роснефть-класс. Молодой человек – хорошист, впрочем, как и все его одноклассники. Уже в 9 классе парень определился с выбором своей будущей специальности. Он хочет стать инженером, планирует поступить в технический вуз. Вообще, у меня еще давно было пристрастие пойти в нефтегазовое дело. Как я узнал, что в первой школе есть Роснефть-класс, я сказал родителям: давайте пойдем, подадим заявку и все. Нет, я наоборот рад, что учусь здесь. Учиться в Роснефть-классе Евгений признается трудно. Были проблемы с физикой, но желание преодолеть сложности у него велико. Дополнительные занятия помогли подтянуться. Соня Иванова – одноклассница Евгения. Девушка интересуется профильными предметами. Обучение в Роснефть-классе дает ей возможность изучать их углубленно. Мне интересны предметы химия и люблю очень математику. Скажи, как процесс обучения проходит? Сложно, не сложно? На самом деле очень сложно для меня. Я люблю эти предметы, но не особо в них разбираюсь, но стараюсь. Сегодня в выпускном Роснефть-классе обучается 17 ребят. Уже 2 года они учатся по определенной программе. Она включает в себя углубленное изучение профильных предметов – математики, физики, химии, информатики. Также педагоги ведут занятия, спецкурсы, лабораторные практикумы. У нас приезжают преподаватели Мирнинского политехнического университета, читают лекции И в прошлом году приезжали, и в этом году по всем профилирующим предметам. Математика, информатика, физика, химия. Да, у них неделю они прямо углубленно входят в эти программы и углубленно изучают эти предметы. Потом Роснефть спонсирует все поездки, поэтому дети свободно могут выехать на любые мероприятия, везде себя показать, проявить. То есть все за счет Роснефти. Выпускники Роснефть-класса не обязаны после его окончания поступать в вузы по инженерным направлениям подготовки, но многие ребята все-таки выбирают именно его. Есть помощь выпускникам при трудоустройстве. Роснефть здесь их приглашает и предлагает места, то есть различные, и можно по линии Роснефти поступать. Сегодня все ребята, о которых мы говорили, выпустились. Набран новый набор участников. Они уже начали вливаться в непростой процесс учебы и приняли участие в первом молодежном нефтегазовом слете Якутии. Мероприятие организовала компания «Тасырях нефтегазодобыча» при участии Малой академии наук. Слет проходил с 6 по 8 октября в поселке Чапаево. Любовь Березовская – ученица Роснефть-класса, одна из 15 участников молодежного нефтегазового слета. Рассказала нам, что мероприятие было насыщенным и познавательным. Программа слета интересная, квесты и квизы никого не оставили равнодушными. Вели его грамотные и креативные кураторы. Работники предприятия «Тасырях нефтегазодобыча». Умные и сильные соперники задали хороший темп работы команд. Девушка осталась довольна. Прошло все очень прям замечательно. Мы все остались очень довольными, все под впечатлением. Во-первых, нас очень удивило здание Малая академия наук, все люди, которые там были. Все участники слета были разделены на команды. Каждой было предложено сделать макет кустовой площадки, найти информацию о ее работе и защитить свой проект. Команда Любы заняла 1 место. Строили сам этот макет, все здания, там есть бур, и все, что вообще находится на таких макетах, площадках точнее, мы это все создавали своими руками, и из предоставленной нам информации, которую мы получили, мы уже рассказывали, что и к чему там. А вот команда Николая Коклова, уступив 1 балл победителям, заняла 2 место с макетом зимней кустовой площадки «Тасырях нефтегазодобыча». Молодой человек тоже остался в восторге от поездки. Признается, что получил новые знания в области нефтегазового дела и нашел единомышленников. Самое запоминающее – это общение с новыми людьми, с которыми мы познакомились из разных городов, и вообще сплочение с 10-м моим классом и с 11-м. Мы очень сблизились за эти несколько дней. Руководитель Роснефть-класса Анастасия Гусарова признается, что программа слета организаторами была продумана до мелочей. Помимо учебного процесса с ребятами кураторы проводили различные игры, конкурсы, которые включали в себя профориентацию.
Наши ленские ребята все равно, они самые яркие, они запоминающиеся. Их отмечали кураторы, их отмечали, их видели. Они всегда, везде, на всех конкурсах пытались себя проявить, подбадривая других ребят из команды. То есть давайте, нам надо. Планов у учеников и классного руководителя Роснефть-класса много. Ребята хотят продолжить работу над своими макетами, а доработав их, принять участие в конференции в городе Якутск. А Анастасия Гусарова загорелась идеей проводить подобные профориентационные мероприятия на базе своей школы. В этом году коллектив школы пополнился новыми педагогами. После окончания вузов в первую школу приехало 3 учителя, 2 логопеда и учитель начальных классов. У нас приехало 4 новых специалиста, 3 из которых совсем молодые, только что отучившиеся. 2 специалиста – это выпускники нашей школы. Это вдвойне приятно, когда дети, отучившиеся в школе, возвращаются работать коллегами, становятся. Есть специалист, который выиграл конкурс «Земский учитель». Это давно долгожданный учитель математики, очень квалифицированный педагог. Она с удовольствием взяла классное руководство, 5 Б-класс. И мы считаем, что мы год начали очень удачно. С начала этого года в школе заработал логопункт. Для занятий выделен отдельный просторный класс, где логопеды ежедневно проводят уроки с учениками младших классов. Екатерина Арефьева приехала в Ленск 2 месяца назад из села Чапаева Алекминского района. Занятия у нас проводятся сейчас с теми детьми, кому ПМПК комиссия прописала в заключении занятия с логопедом. Много таких детей? Достаточно, так скажем. У нас на ставку логопеда, на одного логопеда идет 12 детей с УВЗ. То есть, и вот сейчас у нас 2 ставки логопедов в школе, то есть на каждого логопеда по 12 детей. Девушка работает логопедом всего 2 месяца. И за этот короткий срок она уже нашла подход к своим ученикам и подружилась с коллективом. Дети с удовольствием ходят на уроки Екатерины и стараются выполнять все задания, что в процессе занятия им дает логопед. Конечно, сложности были, то есть логопеда в школе давно не было. Мы начали работу с нуля. Нам очень повезло, что нас 2. То есть мы общими силами складно начинаем вести работу. Но сложности есть, конечно, совсем в каждой мелочи они находятся. Ну а ребята сами, вот молодой педагог, как они слушают? Маленькие ребята, да, очень послушные, готовы воспринимать информацию, все готовы отвечать. Есть, конечно, ребята, кто еще стесняется, первоклашки, но в принципе все хорошо. Помогает в работе Екатерине ее коллега Валерия Должкова. Девушки делят один кабинет на 2, где по переменке проводят свои занятия. Каждый учебный процесс строит по-своему, но надо сказать, что обе девушки подходят к нему профессионально. Сегодня они увлечены работой, и у них масса новых идей. Набрать как можно больше опыта работы с детьми, с родителями, с учителями. Это для меня главное. Елизавета Демидюк – учитель начальных классов, молодая перспективная девушка, педагог по династии. В этом году она начала свой профессиональный путь тоже в своей родной школе. В Ленске я прожила 11 лет, поэтому решила вернуться в родной город, в родные стены. И так как у нас нехватка кадров, таких как учителя начальных классов, я решила пойти в родную школу, чтобы немного облегчить им работу, и сама попробовать себя в педагогической деятельности. Сегодня в классе Елизаветы Игоревны 22 ребенка. Все они разные, усидчивые и не очень, послушные и совсем нет. Кто-то понимает с первого раза, кто-то еще не готов к школе. И каждому найти подход и выделить во время урока на это время, это, конечно, очень тяжело. Но хорошо, что у меня есть наставники, мой куратор, как Богомолова Татьяна Юрьевна, завучи, старшие педагоги тоже помогают советами, приходят, где-то что-то подскажут, поэтому ничего, можно работать. Выпускница нашей школы приехала в качестве учителя начальных классов. Она взяла 1 В-класс. Разный класс достался ей. Есть, конечно, очень замечательные ребятишки. Есть ребятишки, с которыми ей придется свои собственные шишки набивать. Но класс очень хороший. Родители замечательные в этом классе. Также с молодым специалистом, учителем начальных классов Елизаветой Игоревной ведется проект республиканский, это наставник. В качестве наставника мы ей выделили учителя начальных классов с высшей квалификацией, с высшим образованием, Татьяна Юрьевна Богомолова. Они работают в тандеме, и вместе с ними подключен Центр занятости Ленского района. Они софинансируют это направление.
И у молодого специалиста, и у наставника от Центра занятости идет финансовые доплаты, поддержки. Это тоже приятно. И очень хороший вот у них тандем. Надеюсь, что все у них получится. Для привлечения педагогов в Ленский район разработаны программы на местном муниципальном уровне по поддержке молодых специалистов. Это выплата подъемных, это предоставление жилья. Благодаря созданным условиям молодые специалисты продолжают пребывать в Ленск. А в этом году предусмотрена и дополнительная выплата из районного бюджета для приезжих педагогов с первой и высшей категории. Она составляет 1 миллион рублей. Эту выплату получит и учитель математики первой школы Александра Алексеева. К нам приехали 3 таких педагога, уже начали свою работу, с ними заключен трудовой договор, и они в скором времени на свои лицевые счета получат 1 миллион рублей. Это Алексеева Александра Алексеевна прибыла у нас, учитель математики в школу номер 1 города Ленска. Федорова Туяра Петровна, учитель физики и информатики в школе села Артанахара работает. И Сергеева Саргалана Алексеевна, она учитель истории обществознания, будет работать в 3-й школе. В этом году школа, о которой сегодняшний наш репортаж, начала работать в профессиональном направлении. Буквально несколько дней назад была открыта здесь школьная парикмахерская. Идея Натальи Владимировны Щебельской, директора школы. Сейчас она на заслуженном отдыхе, но идея была ее. То есть мы заканчивали эту идею, мы уже там ставили в ней точку. А идея, поиск специалиста, поиск финансирования, это все была идея Натальи Владимировны. А финансирование кто? Финансирование, заработная плата идет из республиканского бюджета, потому что это педагог. А все, что вы видели в кабинете, все оборудование, это местный бюджет. Да, район. Из районного бюджета на открытие парикмахерской выделено более 400 тысяч рублей. Сегодня руководство школы обсуждает вопрос о начале профессионального образования мальчиков, пока решается, в каком направлении оно будет вестись. Также на базе первой школы уже много лет функционирует ансамбль спортивного бального танца «Румба» и секция вольной борьбы. В этом году в школе появилась соляная комната. Проект реализован компанией «Кимпиндия Соль». Раньше соляные комнаты можно было встретить в санаториях, а вот организовывать галотерапию в образовательных учреждениях стало популярным после пандемии коронавируса. Дышать морским воздухом теперь можно практически не отрываясь от учебного процесса. Есть специальное приспособление, которое распыляет уже более мелкую соль в воздух, и этим составом дышат. То есть, конечно, медицинский работник в обязательном порядке. Я думаю, мы найдем сотрудничество с ЦРБ. И первые, кто будут заходить, это, конечно, будут заходить дети начальных классов. Но отказывать старшеклассникам тоже не планируют. Идея создания соляной комнаты принадлежит руководству района. Исполнитель проекта – компания «Кимпиндия Соль». Одним из удивительных мест в городе, которым славится Ленск, считается Яблоневый сад. Он тоже находится на территории первой школы. И он основан в 1940 году и жив до сих пор. Ежегодно педагоги и дети ухаживают за райским уголком и пополняют его новыми саженцами. Сейчас идет реализация первого этапа проекта «Яблоневый сад. Памяти героев». Очень, конечно, поразительно, что откликнулись многие большие компании. Все очень слаженно работают. Мы очень надеемся, что этот этап мы закончим в срок. И дальше будем выходить на грантовые конкурсы и привлекать финансирование из Российской Федерации и из республики. Сегодня школа номер 1 – это успешно развивающее учреждение образования. В ней обучается более 750 учеников. Численность коллектива – 72 человека. Сейчас в учебном заведении продолжается ведение профессионального образования. Будут открыты кабинеты, где дети смогут получать навыки слесарного дела по ремонту автомобилей, кройки и шитья. Сегодня первая городская школа города Ленска является опорной школой Министерства образования Республики Саха-Якутия.